Малика, а что ты будешь делать, когда вырастешь? Выйду замуж Джастина Бибера. У нас будут самые красивые дети. Нет, я имею в виду, кем ты будешь работать. Я не буду работать, буду воспитывать детей. Они у меня будут самые красивые и умные. Когда я вырасту, я стану бизнес-вумен. Бизнес кто? Успешной женщиной, которая откроет свой бизнес в Кыргызстане. Ну, не знаю. Мне кажется, все бизнес-вумен не очень-то и счастливые. Нет, это не так. Пойдем, я тебе докажу. Инвестиции в женщин, они дают прямой эффект в экономику, потому что 90% того, что заработала женщина, она вкладывает в образование, в здоровье своих детей, в социальную защиту. Мы приехали на региональную конференцию женщин-предпринимателей из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Давайте спросим у них, как они добились такого успеха в бизнесе. Когда я вырасту, я хочу открыть свой бизнес, самый крупный в Кыргызстане. Что я должна для этого делать, чтобы у меня получилось? Во-первых, ты должна знать, кто такой предприниматель. Значит, овладеть навыками предпринимателя, знать сферу, где ты хочешь работать, в какой сфере. Какими качествами должен обладать человек в бизнесе? Деловая схватка, умение общаться с людьми, открытость. Когда я вырасту, я хочу открыть свой бизнес, самый крупный в Кыргызстане. Что я должна для этого делать, чтобы у меня получилось? Дарика, самое главное, ты должна заниматься тем, чем ты хочешь. Это самое главное. Потому что на тебя, я не знаю, или к счастью, или к несчастью, будет большое давление. Возможно, родители и родственники будут говорить: иди поступай на экономфак, иди поступай на международные отношения. Но мне совет для тебя. Ты должна заниматься тем, что тебе очень нравится. Я просто хочу открыть бизнес, этого мало. А я хочу производить что-то, и оттуда вы уже можете построить следующие, скажем, шаги для реализации вашей мечты. Но прежде всего, я думаю, надо получить хорошее образование. И человек должен заниматься тем, что ему нравится. Когда человек делает то, что ему интересно, то, что ему доставляет удовольствие, вот это ему приносит успех. Все идет с маленького. Поэтому сегодня есть хорошая такая теория, называется бережливое начинание бизнеса. Когда ты пробуешь и на своих ошибках учишься и становишься более умным и, я думаю, таким готовым бизнесменом, ну и бизнесвумен. Во-первых, ты молодец. О том, что мечтаешь, когда женщина мечтает о чем-то, всегда добивается. Главное, это должна быть цель, целеустремленность. Поэтому тебе нужно быть не только умной и дисциплинированной, а тебе еще нужно быть креативной, разносторонней. Кстати, у нас сейчас в Аше проходит выставка, ее организует ассоциация JRZG, и ты можешь туда пойти посмотреть. И там интересные, наверное, происходят события, которые в секторе дизайна, швейное производство, ремесленничество. И, может быть, ты там для себя решишь, именно каким бизнесом ты займешься. А вы нам покажете? Пойдемте.
Какими качествами должен обладать человек в бизнесе? Качество самое главное. Когда человек занимается бизнесом, он и руководитель, он и бухгалтер, он и финансист, он все. Потому что бизнес, он должен тебя заставить быть дисциплинированным. Например, если ты любишь поспать до 12, выходные, то в бизнесе такое не позволит. Я думаю, что большие коммуникационные навыки, уметь общаться с людьми. И потом уметь рисковать. Бизнеса без риска никак не получится. Второе, бизнес тебя заставит, чтобы ты всегда училась. Он должен видеть свою мечту, и к нему идти каждый день трудиться. Тяжелее ли женщине вести свой бизнес, чем мужчине? Сейчас я понимаю, вести бизнес, наверное, не так тяжело, но просто прийти к бизнесу немножко тяжеловато женщине, потому что у нее обязательства. Обязательства ухаживать за детьми, за мужем, за родственниками своими и замужними. Есть женщина, которая сильнее мужчины и может любые преграды обойти. Но есть женщины, которых надо подтягивать, брать за ручку, вести. А для этого члены семьи должны помогать. Но тяжело быть и мужчиной с семьей, ведущим бизнес, и тяжело быть женщиной, ведущим бизнес, и еще успевающей готовить, кушать, успевающей вдохновлять своих детей, радовать свою семью. Можно ли совмещать карьеру и семью? Нужно. Если мы занимаемся семьей, то одно крыло у нас немножко не развито. Если мы занимаемся семьей и карьерой, то у нас есть два крыла, на которых мы можем гармонично лететь. Можно. Вот я совместила карьеру, у меня 3 детей, и муж, и 5 внуков, и я еще активно работаю. Как ваш муж относится к вашей работе? Мой муж и мои дети, они очень поддерживают меня. И когда я прихожу расстроенная или у меня что-то не получается, они говорят: мама, у тебя все получится, просто сегодня был неудачный день. И муж говорит: сегодня вот такой день, бывает. А когда у меня что-то очень хорошо получается, они приходят тоже на работу с цветами, с шариками. То есть они радуются любому моему успеху и точно так же расстраиваются со мной, когда вдруг что-то не получается. С уважением. И часто меня поддерживает. Нравится ли вам ваша работа? Очень нравится, поэтому я ее делаю с удовольствием. Все наши проекты очень разные. Сегодня мы изучаем пенсионеров, вчера мы изучали детей, экономику нашей страны, политическую ситуацию. Поэтому проекты очень разные, и мне это безумно нравится. Попытайтесь найти такую работу, которая вам приносит и моральное, и материальное тоже удовлетворение. То есть, чтобы и деньги хорошо зарабатывать, и чтобы вам нравилось. Если ты любишь свой бизнес, так же, как и ребенку, ему нужно уделять время, энергию, любовь, заботу. И тогда этот бизнес будет процветать. Я хочу, чтобы вы стали миллионеркой и вспомнили Сабахадр Химзоду, которая имеет 4 детей, 8 внуков, 2 правнуков и самая успешная бизнес-леди в Таджикистане. Спасибо. Малика, какой ты вынесла для себя урок? Сегодня я познакомилась с очень разными людьми. Ты права, все они очень любят свою работу и с каждым днем становятся лучше и лучше. Вот видишь? Ты станешь очень хорошей бизнес-вумен.